Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв», в студии Ирина Ефимова. На прошлой неделе в России начался очередной весенний призыв на военную службу. Президент нашей страны, верховный главнокомандующий Владимир Путин, заявил, что солдат-срочников не будут отправлять на спецоперацию. В боевых действиях будут участвовать мобилизованные, добровольцы и контрактники. Благо людей, готовых защищать родину по зову сердца, в нашей стране хватает. И прежде чем мы начнем обсуждение с гостями в нашей студии, я хочу показать вам и гостям небольшой сюжет, который подготовили мои коллеги. Михаил Ан вернулся со спецоперации, и вот что он рассказал о том, как он туда попал. Ну, это было 23 сентября, канун моего дня рождения. Короче, началась первая мобилизация. Но как я начинатели этих военно-патриотического воспитания, ребят, которые готовят там все военное дело в своем улусе, я сам позвонил военкому и сказал, что как первый мобилизационный лист должен быть у меня. Потому что начальство бронировало, все там было, короче. Меня 48 лет даже, по этому возрастном категории даже не подходил. Но я сам как добровольный, но все равно мобилизационный лист получил. И первым мобилизационным этим группой поехал. Ну, я поехал, что это ребят, которые я туда водил, это мои уже, которые ученики, которые я учил их по военному патриотическому воспитанию, по военному делу. И поэтому все равно считал нужным и считал долгом, чтобы пойти с ними вместе. Ну что ж, поступок и посыл Михаила достойны уважения. Глядя на него, наверняка есть люди, которые также готовы пойти служить добровольцем или контрактником. И вот для начала давайте объясним нашим зрителям. Я, честно говоря, сама не очень понимаю, в чем разница между контрактником и добровольцем. Так, я представлюсь, старший инструктор пункта отбора военной службы по контракту. Меня зовут Алексей Михайлович. Мы проводим отбор граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, со сроком 6 месяцев от 1 года и более. Правительством республики оказана помощь в создании единого центра отбора граждан на военную службу по контракту Республики Саха-Якутия. И каждый кандидат, прибывая туда, проходит определенные мероприятия отбора, такие как медосмотр и психологическое изучение кандидата. По итогам выносится заключение, и человек уже определяется, в какую часть желает поехать служить. А добровольцы это как происходит? То есть отбор добровольцев происходит через военный комиссариат республики. У них требования немного ниже, чем у нас. У нас документов достаточно и мероприятия отбора соответственно. То есть добровольцы медосмотра не проходят. А вот служба до этого в рядах вооруженных сил, она нужна же по контракту обязательно или нет? Служба в рядах вооруженных сил обязательно, и бывают случаи, когда у человека есть военный билет, и по каким-то причинам он в свое время не проходил службу. Если категория годности определена А или Б, то без всяких проблем он может устроиться по контракту. То есть даже если была отсрочка до этого, он не служил, но он хочет пойти контрактником и прошел даже медосмотр. Либо справка на руках взамен военного билета. Таких кандидатов тоже. А вот заключение контракта, это точно означает, что человек отправится в зону спецоперации? От нас отборочные мероприятия проходят, и мы подаем кандидата в приказ, утверждается командующим войсками Восточного округа. Тогда он уже окончательно подтверждается о том, что человек убывает в воинскую часть для заключения контракта. Если это не военная тайна, то сколько человек вот с начала спецоперации подписали контракт? Через пункт отбора более 400 человек. С 2022 года. Но это вот больше, чем до того, да? Или меньше? Больше. Больше. Намного? Не совсем. Не совсем. С первых дней спецоперации в Якутии появились добровольцы. Как правило, это опытные люди, отставные военные, полицейские, бойцы спецподразделений. Вот хочется узнать у вас, как вы решились пополнить ряды добровольцев.
Ну, я как человек, который родился в большом государстве, в Советском Союзе, да, выросший на патриотизме, решил весной 22 года, в апреле, случайно узнал, что уже набирают добровольцев. Уже первый отряд с города, с республики уехал. Мои знакомые были там. Я пошел в военкомат, взял перечень документов, собрал, и уже со вторым отрядом, получается, с республики нас 24 человека уехали добровольцами. Ну, наше детство такое, ну и школьные года нас воспитывали в этом патриотическом духе, да. Вот Валерий, например, я его помню, в старших классах пришел с Афгана. Да? У нас в школе, во второй школе города Якутска он открыл клуб «Десантник». И мы, ребята, все на мальчишке, все, ну, многие туда записались, чтобы быть готовыми к службе в вооруженных силах. У нас была в то время честь служить в армии. Поэтому все старались отправиться на службу. Ну вот, Я хотел добавить. да. Знаете, вот, большое спасибо, вспомнит. Знаете, добровольцев сейчас я, ребят, вот с первых слов же скажу, благодарности от всех афганцев. Здесь у нас стоят ребята, которые прошли, а некоторые уже третий раз у нас собираются ехать. И это вот он молчал скромно. А я хочу сказать, что большое спасибо от всех афганцев и чисто мужское уважение к вам, ребята. Потому что мы знаем, что такое война, афганцы, да, это была другая война, а сейчас более суровая война. На наш взгляд, это тот, кто там несколько даже дней был под обстрелом, это уже герой. И всем вам большое-большое наше уважение. Всем, ребята. А что касается, я что наблюдал, первые дни пошли ребята старшего поколения. Кому был больше 40, были и младше, но в Ну вот в основном сюжете больше тоже 40, у нас герой да. был. А это то воспитание советское, оно себе дало знать. И ребята вот прям говорят, как так, ну тебе 5 детей, куда ты? Тот же Курамшин Сергей, 5 детей, 50 лет туда. Еще ранение туда-сюда. И я просился тоже, естественно просился, как же, ну тяжелое ранение мне не дало, не позволило. Ну и говорят, ну если бы меньше возраст был бы, конечно бы взяли. Но я хочу что сказать, наблюдается сплочение и то, что наши ребята, вот молодежь, а ведь и молодежь у нас хорошая оказалась. И в первую очередь, конечно же, они равняются на таких вот ребят, которые исполнили свой долг и не раз исполнят. Поэтому я хочу сказать, что добровольцы, вот им особое уважение. Хотя контрактники, ЧВК, они все заслуживают уважения, а добровольцы – это люди, которые добровольно идут выполнить свой, потому что они не подходят, по здоровью некоторые даже не подходят. А давайте честно говорить, у нас такие были, да, у нас среди добровольцев были, которые, куда ты... По контракту не прошли здоровье, медкомиссию просто, да? Не берут, ну как, Валерий Ильич, не берут ни туда, ни сюда. И мы их провожали. И вот что важно, что мы их провожаем, мы встречаем, и наше боевое братство, это не по свой из рук сейчас, вот, и самая сейчас наша задача вот здесь, я уже не как афганец говорю, как вот Народный фронт, который представляет общественный, чтобы ребята чувствовали, что чувство справедливости, оно есть, и отношение к ним нашего общества, нашего государства, оно честное и справедливое. Евгений, хочется вашу историю тоже услышать. Моя история простая. Лежал на диване, смотрел телепередачи, я себя как бы в шутку там еще, там за лентой называл, я говорю, жертва телевизионной пропаганды. Ну, в хорошем смысле. И в хорошем смысле я тоже как бы человек, который вырос на патриотизме в советской школе, мне 49 лет будет вот скоро. И, конечно, я помню героев-афганцев, которые приходили в школах, у нас выступали, только они были немногословными тоже, как бы, что там рассказывать особо. Я сейчас их понимаю. Ну и как человек с медицинским образованием, как психолог, психотерапевт, я подумал, что ну, моя польза тоже может быть нужна Родине. Вот. Обратился, я тоже случайно узнал, как бы, что уже, оказывается, второй отряд формируется, или мы отряд ДСААФ. И мне очень повезло, хочу сказать, потому что я попал в такой отряд, где ребята уже стреляны,
где, ну, бывшие ОМОНовцы, спецназовцы и так далее. И мне просто повезло, я считаю, что вот я сугубо гражданский человек, который не отслужил в рядах вооруженных сил, да, но закончивший там кафедру там, и так далее, да, ну, я пошел туда как бы для того, чтобы именно, ну, принести какую-то пользу. Принести пользу. Вот. И хочу сказать, что вот когда говорят о том, что ну, нету медосмотра, да, это там чувствуется среди добровольцев больше всего. У нас уже начались определенные ну, проблемы такие еще в аэропортах некоторых городов, потому что там летели по 18 часов там, и так далее. Духота, ну, тяжелая дорога. Дорога даже тяжелая была туда. И многим становилось плохо, видно было, что им нужна помощь. Ну, медобеспечения на тот момент пока еще не было, поэтому как бы без работы мы не сидели нигде. Ну вот вообще поддержка бойцов – это одна из главных тем и задач, которые на себя взяли государство и общество. Вот какая сейчас идет работа по поддержанию? Знаете, вначале у нас было много проблем. В первую очередь, я считаю, что не был готов военкомат. Вот к такому наплыву наших ребят было такое еще некоторых работников, подчеркиваю, не весь военкомат, а некоторых работников грубое отношение, грубо встречали, недопонимание было, не знали, что делать с таким наплывом. Вот возвращаются ребята, да, вопрос выплат. Но тут еще раз говорю, сейчас все систематизировано, все уже начинает работать. Это не значит, что нет проблем. Вот мы плотно работаем с правительством, с Министерством социального развития и труда. Большое спасибо Ольге Валерьевне Балабкиной. Она вот вникает в каждую проблему. Она говорит: Валерий Ильич, есть проблема у бойца, фамилия, имя, отчество, будем разбираться конкретно. Есть невыплаты, но там выплаты связаны с неподачей войсковых частей сведений об этом бойце. Ну, то есть человек должен... Сейчас у нас многие вопросы начинаются решаться быстрее. А самое главное, что вот сейчас президент сказал, что за каждой семьей, за каждым нашим ветераном должен быть закреплен социальный работник, который должен за него бегать и решать все вопросы. И ко мне уже не раз выходили и обращались. Именно социальный работник. И то, что у нас в Якутии первые начали делать социальные паспорта семьи, чтобы мы знали про семью все. Сейчас добиваться надо, да, чтобы не заявительный характер был, а проактивный, чтобы мы приходили в семью и рассказывали, и спрашивали, что надо сделать, чем помочь ветерану. Потому что ребята психологически еще не готовы. Они там могут, они доказали, что тут, а здесь совсем другое. Ну, по роду деятельности мы часто общаемся с бойцами, вернувшимся с СВО, кто в отпуск в связи с течением контракта, и часто слышим от них настоящие героические истории. Одну из них я предлагаю вам послушать после короткой рекламы. Тарсан Андреев, доброволец. Мысль пойти добровольцем пришла в мою голову еще в апреле месяце вот прошлого года. По сложившимся обстоятельствам мои близкие друзья и просто товарищи вот попадали в плен. По соцсетям друзей отправляли их видео, где они сидят в плену, и вот эти моменты вот сподвигли меня поехать туда и приложить свои усилия, ну, так сказать, внести свою лепту вот в данную спецоперацию. Медаль за отвагу. В первые дни нам поставили задачу по раскрытию вот минометных точек. Ну, то бишь мы искали вот минометные точки, откуда по нам били, искали. И весь этот процесс вот происходил под большими обстрелами. Такие медали почти получили вот 10 человек, которые в тот день были рядом с нами, ну, работали вместе с нами. Мы нашли 3 минометных точек, навели туда артиллерию и смогли выбраться вот живыми оттуда. Ну
вот Ирсан рассказал про свою медаль, и я вижу, что вот у нашего гостя тоже такая же медаль. Можете рассказать, как и за что вы? Ну, это медаль за участие в спецоперации. Он дважды был, третий раз едет уже. Он уже герой, трижды герой. Ну, могу рассказать про первую за участие в спецоперации. Да, это было... Мы отправились сюда 30 апреля и были в Запорожской области. 14 мая у нас 27 человек нас отправили, взвод на передовую, 27 человек, и удерживали позиции. У нас цель была такая, чтобы выявление огневых точек противника. Удерживали позиции где-то неделю, и 14 мая, помню, уже около 8 утра ВСУ пошло атакой на нас. Впоследствии узнали, это где-то их было 280 человек и больше 10 танков. А нас было 27 человек. Мы в том бою потеряли 3 погибшими, и 5 человек у нас получили ранения. После непродолжительного боя нас командир отделения вывел нас с окружения, с того боя. И все бойцы были представлены к наградам, погибшие к ордену мужества, оставшие живых медали за отвагу. И один парень с Бурятии был представлен к званию героя. Но пока мы еще не получили это. Нам в Афгане говорили, вы, якуты, лучшие. Когда я в разведке служил, и сейчас я убеждаюсь, и тоже хочу сказать, не принижая никого, все ребята, все воины хороши, но якуты всегда лучшие, потому что это будут мужчины, закаленные мужчины идут. И они ведут, они охотники в душе, в сердце у них воин. Поэтому я с большим уважением к нашим ребятам отношусь. А ваша профессия вот на гражданке, она была когда связана? Вы служили Ну, я ранее работал в МВД, службу судебных приставов работал. То есть человек военный, по сути. Ну, к военной дисциплине привыкший, по крайней мере. Военной дисциплине. В данное время работаю заместителем директора школы по безопасности. А вот какая-то подготовка была? То есть вас же не сразу отправили? Да, подготовка была. Мы около Ростова, Кадамовский полигон такой есть, проходили, да, учебку. 4-5 дней проходили, стреляли из разного вида оружия, метали гранаты. Здесь тренировочный центр, мы же проходили, по-моему, Баутур, да? Там проходил. Да, вот, у нас есть тренировочный центр, там Николай, Черкашин, Ваня, там многие ребята, которые очень там день и ночь работают. И ребята там всегда собираются, и идет спецподготовка. Ну, какая-то элементарные вещи, которые первый раз едут особенно, им надо знать, как передвигаться, как двигаться, изучать многие вещи. И бойцы, которые уже вернулись оттуда своим боевым опытом, они делятся это они сейчас инструктора. И вот спасибо Айсену Сергеевичу, он предложение наше принял, сейчас готовится стрелковый тир для снайперов. А Якутия всегда славилась снайперами. И вот это очень важно. Вот такие моменты у нас всегда, мы благодаря Айсену Сергеевичу идем на опережение. И вот у нас впервые, мы еще никто из регионов не приняли, а у нас уже был принят закон о Дня ветерана боевых действий. И так далее, так далее. Сейчас мы должны что сделать? Еще раз повторяюсь, но это важно очень сказать, чтобы ребята почувствовали, что о них заботятся, это законы принимать, это так регулировать все наше общественное движение, наше общество, чтобы они почувствовали себя уважаемыми на самом деле, чтобы они жили хорошо, чтобы о их семьях заботились. Вот это тоже очень важно. Евгений, а вот вам, как вы сказали, сугубо гражданскому человеку, вот каково было адаптироваться вообще? Адаптировался я быстро, благодаря слаженности нашей команды, нашей группы, нашего отряда в целом и отделения в частности. Ну и я, как человек, в принципе, понимающий, да, и в осознанном возрасте пошел, я знал, куда я шел и для чего. У нас, конечно, многие пятисотились, ну, в смысле, потом отказались, но я понимал, что врачей, ну, медиков быть много не может. И как бы первый же бой, после первого боя, когда меня привезли с ранением, у меня ранение было такое, взрывная травма, просто
мне повезло, опять в кавычках, да, спереди и сзади одновременно упали минометы, ну, мины. И этими двумя волнами меня как бы, а так бы, если бы одна была бы, ну, как бы взрывная волна, я думаю, что и хороший наколенник бы не спас, который, кстати, мне нацепил прямо вот силком, пока мы ехали вот в атаку, в тот же населенный пункт, из которого мы полчаса назад эвакуировались, ну, как бы брали его, да, обратно. Парень, который вот там двухсотился, погиб. Вот. И о чем вы задали вопрос, я забыл. Как адаптация проходила ваша? Адаптация, ну вот благодаря тому, что я понимал, что как бы осознал, да, в какой-то момент, что мы должны быть единым организмом там. Потому что если быть, ну, кто-то, у всех есть свое эго, там, у всех есть свои какие-то привычки и так далее. Если мы это будем во главу ставить угла, да, то мы там не сработаемся. Просто нас покрошат. А когда единый, как бы, как единый организм друг друга понимаем, и каждый знает, что ему надо делать, где быть и что делать, это очень много играет. Ну, правда, я действительно сугубо гражданский человек, но, как мне говорили, вот до первого боя, 24 сентября, один человек, после него уже другой человек. Ну, так у многих было, я думаю. А вот как вообще, ну, сейчас идет служба по контракту, у нас идут в том числе ролики, которые вот это рекламируют. Как вообще записаться на службу по контракту, какие требования? Кто вам нужен? На сегодня информация идет по всей республике. По МВК Саха уже видеоролики крутятся. Да, ну вы еще раз скажите, кто вам нужен, кого вы ждете? Люди обращаются по месту жительства в военный комиссариат, либо в отсутствии военного комиссариата обращаются в администрации муниципальных районов. Это из отдаленных районов касается. А центральных, город Якутск, Чапалова, дом 23. И получается, мы людей собираем и направляем в единый центр отбора граждан на военную службу по контракту, чтобы прошли отборочные мероприятия. Он уже не в Якутске находится, этот центр, да, или в Якутске? Если в городе. В городе? Да. Если с районов, то прибывает также через военкомат и через администрацию муниципального района, прибывает в город Якутск. Ну, какие вот начальные требования, кто… Возрастные требования до 60 лет. До 60? До 60, то есть 59 лет, и он может поступить по контракту. Образование не ниже 9 классов и по состоянию здоровья категории А или Б. Которая прописана в военном билете, соответственно. Которая прописана в военном билете, либо в справке взамен военного билета. А военная специальность учитывается? Военная специальность учитывается, да, обязательно. И если у него родственная военно-учетная специальность, гражданская специальность, то его могут рассмотреть до 65 лет. То есть еще отодвигается, да, если он специалист, который, собственно, работает по специальности, ракетчик там, или которая нужна. Вот, насколько я понимаю, военно-учетная специальность, так же, как и военный билет или справка взамен него, она могла быть дана человеку еще лет 20-30 тому назад. За это время у него могли сказал быть… человек, что если гражданская специальность связана, да, с военно-учетной. Не-не-не, я не про это говорю. Вообще про медосмотр говорю. Я как медик. За это время человек мог приобрести какие-то заболевания, и это, к сожалению, раскрывается только там, на месте. Совершенно верно, подтверждение. У нас первой мобилизации было очень много, скажем так, ошибок. Ошибок в том плане, что призывали людей с плохим здоровьем, или у которых там много детей, или ребенок инвалид, сирота, все. И потом мы их возвращали, с трудом мы возвращали, это же опять же благодаря большому работе Арсения Сергеевича возвращали. Это потому что сами призывники, которые призывного возраста, они не ходили и не отмечали в карточке изменения своего здоровья, семейного положения и так далее. Вот сейчас хочу, чтобы все обратили внимание на это, что нужно заранее ввести изменения в карточке, если у вас что-то меняется в жизни. Это называется карта военнообязанного. Давайте прервемся на короткую рекламу и вернемся в студию через пару минут. Это программа «Якутия Лайф». Мы говорим об СВО, о контрактниках и добровольцах, которые там находятся. И
прежде чем мы продолжим обсуждение нашей темы, я хочу предложить посмотреть еще один сюжет. Контрактник из Якутии с позывным «Крот» был удостоен ордена Мужества, награду, которую дают за самоотверженность, мужество и отвагу. За время спецоперации этим орденом награждены уже сотни бойцов, и это говорит о том, что наши бойцы на линии соприкосновения готовы бороться с врагом изо всех сил. Эта медаль на мне была. Нас день бомбили, минометка, артиллерия. И мы решили отойти в другую позицию. И возле меня прилетел снаряд, разорвался. Я сначала не понял то, что попало в меня. Я начал раздеваться, оружие слаживать, там бронежилет осмотреть. И здесь медаль, получается, вот так висела. И осколок, получается, вот такой. Не бронежилет не пробил, а медаль испортила. Но орден мужества, это мы были вот в мае, ну даже не в мае, а в июне отходили, когда я ранение первое получил. Отход был из деревни Долгинка или из лесопосадки. Получается, там офицеров наших ранило, и мы уводили их. И прилетела мина, получается, тоже возле меня. 5 мин прилетело. Не убило как-то так, повезло. Я с бойцом был, мы уводили людей, все увели, и все, начал обстрел. Я получил ранение, хотя не понял то, что я получил ранение. Бойцу перевязал руку, и сам понимаю то, что у меня китель был, и он полным был крови. А у меня здесь прилетел осколок. Ну все, я думаю, рука так рука, повезло, значит. Смотрю, у меня бронежилет маленький был, и здесь торчит такая штырь. Ну, значит, все, думал, сижу в окопе, отхаркнулся, там сгусток крови, и все, я думал, ну все, значит, так закончу, что ли. Такой встал, пошел, меня положили на носилки, увезли, там зашили. Ну, таких историй наверняка немало. Как говорит, да, таких страшных вещей, как обыденно. Вот на войне привыкают люди вот так, и так обыденно вот рассказывают. А я хотела вас попросить, чтобы вы взяли эту историю на заметку, потому что, ну, я так понимаю, что вот сам орден, награда, она утрачена в результате. Как? Ну, в смысле, она испорчена. Нет, орден это после. У него была медаль, медаль, у него была медаль, и она, Надо узнать, какая и медаль, она испорчена, согласен. восстановить. Вот, Я продолжайте, хотел бы пожалуйста. свои выступления. Когда у нас медосмотр проходит, обязательно кандидаты сдают анализы и справки собирают с диспансеров, которые необходимы для врача-терапевта, который осматривает их. И, конечно, выявляют случаи, когда по неким результатам анализов человек не может пройти, тогда таких кандидатов направляют на обследование, дополнительное обследование. И вы хотели добавить? Да, я насчет реабилитации возвратившихся бойцов, да, это обязательно нужно. Я вот общаюсь с ребятами с других регионов, да, которые вместе воевали. Они говорят, что им даже не предлагают, например, что надо пройти реабилитацию или как. А нас как по возвращении, например, сразу начали звонить, да, вам надо пройти реабилитацию, подлечиться. Потому что после возвращения, думаю, все равно снится постоянно. Мне, например, постоянно снилось каждую ночь, как я там нахожусь, что там бывает. Поэтому отправили нас в санаторий Бесчегда, Москву, на 20 дней. И после этой реабилитации уже, можно сказать, все в норму вошло. И, в том числе реабилитация и психологическая, да, ведь тоже, да? Это даже важнее, насколько вот как раз Иосиф сказал про проблемы со сном, да, с засыпанием. И во время самого процесса сна несколько раз просыпаешься, с тяжелыми, может быть, сновидениями и так далее. Я сам в госпитале не мог спать какое-то время. Хотя там, делали и снотворное, и все. А тут психологическая реабилитация нужна. Причем психологическая реабилитация 5-го поколения, чтобы была ревитализационная, то есть чтобы там была среда, терапевтическая среда из тех людей, которые там побывали, чтобы человек понимал, что его понимают. И именно реабилитация
психологическая, она, ну, насколько я знаю, сейчас у нас в стране она еще вот именно людей, возвращающихся со СВО и так далее, тем более мобилизованных, пока еще не настолько как бы продвинута. И тем не менее вы в третий раз собираетесь? Да, я решил, что отправляюсь в третий раз на спецоперацию. Ну вот почему? Долг, да, долг. Но я как человек уже, как опытный, побывавший уже 2 раза там, принимавший участие, вынесу еще больше пользы для Родины. Ну, слова мужчины, у нас тоже, вот афганцы многие тоже хотят ехать, но пока нас не берут. Через ЧВК мы не хотим. Почему с ЧВК у нас, давайте скажем, у нас есть проблема федерального уровня, не регионального уровня по законодательству, именно помощи им, семьям и так далее. Здесь надо сейчас очень внимательно посмотреть на федеральном уровне. Хочется сказать, чтобы справедливость была, и у нас поблагодарить казаков. Казаки уже тоже 5 ходок, многие 3 ходок делают туда за ленточку, как мы говорим, да, и лично Александру Дмитриевичу Козырю, вот, большая благодарность, что столько собрал, уже 4-5 групп увез туда, поэтому проблемы есть, но и они решаемы. Еще раз, у нас в республике более решает вопросы быстрее, чем в других регионах. Но еще не надо забывать, да, мы помогаем сейчас и должны помогать, кто вернулся, но ведь еще много ребят там. И мы, как гражданское общество, не подменять, конечно, Министерство обороны, но помогать помогаем. Вот Народный фронт, мы тоже этим занимаемся. И другие общественные организации этим занимаются. Мы вот позавчера отправили 2 автомашины на вот телемарафон. У вас, по-моему, проводили телемарафон, собрали деньги. Большое вам спасибо, вы очень большое дело сделали. 2 машины повышенной проходимостью, сейчас загруженные квадрокоптеры, есть там ружье антидроновое вот это, против квадрокоптеров этих. И все это мы лично из рук в руки поедем и передадим. Ребята, а вы когда вот там были, чувствовали вот, поддержку? Да. Хочу поблагодарить наше правительство и лично нашего Илдархана Сергеевича. Да? Да, мы постоянно чувствовали поддержку. Да? И вот, как говорил Валерий, и машины приходили, гуманитарная помощь, продукты, одежда. Все у нас было там. Да, и вот ребята, которые находятся сейчас и находились в госпиталях, они тоже постоянно, у меня друзья, боевые друзья, которые получили ранения, тяжелые ранения, сейчас лечатся, всегда поддерживали поддержку, да, в других городах, в Москве, Питере, Ростове, Краснодаре, им волонтеры все привозили, ну, покушать, ухаживали. Мы когда там находились за лентой, и семье помогали, уже администрация города Якутска, нам овощные продукты давали, уже по возвращении продуктовые наборы давали. Ну, поддержку всегда чувствуем. И простых жителей, да, жителей всех республик чувствуем. Тем не менее, проблемы тоже, сложности есть. Я, насколько знаю, из нашего отряда, да, ребята, вот есть у нас боец, оставшийся без левой руки, ему нужно протезирование, он еще пока, насколько я знаю, этого не добился. То есть, ну, сложности, видимо, есть. Есть без ноги, там, он до сих пор в Москве, в Московской области, в госпитале еще лечится. И у нас еще самое главное, 7 200-х из одного боя, вот, которые не все признаны 200-ми, и не всех привезли. А вот как это не все признаны? Ну, со всеми проблемами. Там есть ДНК-анализы и так далее, которые делаются, да, и есть, вот, допустим, я про отца Каната скажу, да, он говорит, вот только буквально на днях он получил, ну, как сказать, подтверждение того, что он родитель, который потерял сына именно в СВО. До этого вот он, ну, как бы просто между небом и землей. Он вот в Чебдике мы приехали, с ним встретились, пообщались, и вот наконец-то узнали, что вот его признали. А вот совсем буквально на днях. И надо сказать, что скоро Копченого, вот говорят, привезут, да, ну, это позывной нашего тоже 200-го товарища. Это все 24 сентября. И я просто хочу сказать, что вот их семьи, те, кто остались без их поддержки, без них, мы должны заботиться о них. Ну, государство обязано о них как-то позаботиться. Не все получили.
Ну, во-первых, давайте так скажем, что случаи сложные есть. Это единичные случаи, когда действительно нужно подтверждение, что человек без вести пропал. Вот, и нужно уточниться точно, потому что у меня матерям много случаев такие обращаются. Ну, ко мне обращались и в плену, и без вести пропали. Потом выяснялся, на связь выходил, мы находили бойца. И матери, сердце-то оно не железное, то есть надо помогать в этом. Да. А вот конкретнее, если случай, да, у меня очень большая просьба дать мне адреса вот, по протезированию, по вот, помощи вот, сейчас семьям, да, чтобы я на контроль взял. И этот вопрос, это очень важно сейчас. Да. После передачи обязательно мы этот вопрос разберемся. То есть совершенно правильно сказал, что проблема есть. Не все, так нельзя говорить. Особенно, знаете, на передовой мне сегодня позвонил отец и говорит, у меня там, а я говорю, а сколько их там с нашей Якутии? Он говорит, он один. Он один где-то очень далеко, и туда бывает, что довести какую-то помощь, вот эту вот нашу лекарство и так далее, это значит, можно потерять еще бойцов, пока туда. Очень далеко, в очень такой зоне на передовой, поэтому у нас сейчас отрабатывается логический центр логистики, где сосредотачивается все вот эта помощь, и будет разводиться, довозиться до ленты. Ну и, конечно, каждый сложный случай действительно должен браться на контроль вот, Народного фронта. Да, обязательно. Да, вот и... просьба обратиться, все дать нам сведения, все, мы возьмем на контроль. Вот. Ну и хочется еще раз просто поблагодарить вас, ребята, всех, кто сейчас там, всех, кто собирается отдать свой долг Родине, всех, кто хочет пойти добровольцем или по контракту. Действительно, это, ну, Родине сейчас это надо. Хочется воспользоваться, не знаю, поблагодарить всех жителей республики, кто, как мы сейчас сплотились, я вижу, как все диаспоры, армянская, татарская, всех диаспоры, все помогают, все национальности, все наш многонациональный народ республики сейчас объединился, помогает чем, кто может. Вот это очень для меня важно, я это вижу, реальная помощь. Да, сейчас действительно время Всем такое, большое спасибо. Время для объединения. Ну что ж, это была программа «Якутия Лайв». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите «Якутия Лайв» на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.